Всем большой привет, друзья! На календаре последний день весны. Завтра у нас 1 июня. Но сегодня пока еще весна, 31 мая. Как вы уже видите, мы опять в родной деревне, съездили в поселок. Все запланированное, в принципе, сделали. Но сегодня, как и вчера, у нас только одна проверка. Больше не успеем, потому что время уже ближе к вечеру. На улице не летняя погода, но, в принципе, грех жаловаться, тепло. Градусов 10-15 есть, наверное. Такая картина у нас с тюльпанчиками. Немножко подтянулись. Немножко стали пободрее. Теплая погода всем нравится. Навозили. Приезжал сегодня Ромка. Привез бабушку. Не на зимовку, а на летний сезон, скажем так, до зимы. Вот, натаскали, навозили пока воды, туды-сюды. Ромка поехал на работу. Вот такая черемуха у нас, немножко уже листики побольше. В общем, все запланированное сделано. Осталось проверить продольники, поймать живцов. Ну и пока все на сегодня, и будем отдыхать. Ну, может быть, если успеем, смонтируем ролик. Сегодня сделал еще 2 ролика, вы уже их посмотрели. Постарался. Остался специально дома. В деревне у меня интернета нет, так что на монтаж роликов, если я могу еще здесь поработать, то загрузить ролик я могу только в поселке, где есть интернет. Здесь у меня в деревне интернета нет. Так что периодически надо будет выезжать и загружать. Те 2 ролика вы уже посмотрели, как у нас идет рыбалка, как у нас идут дела. Так что будем стараться, чтобы не было отставания. Все, погнали. Первым делом, друзья, давайте проверим наши ловушки, которые мы закинули без комбикорма, без какой-либо приманки. И как я вижу, вот я уже вижу, что в раколовках малек есть. Вот в этой точно есть. Этих, скорее всего, тоже. Так что комбикорм даже, получается, не обязательно кидать. Но на этот раз мы с собой его взяли. И буквально по пару гранул для запаха мы закинем. Давайте посмотрим, что у нас влетело на халявную ловушку. Смотрим. Так, ну давайте начнем с конца. Та-да! О, ёшкин кот. Запас есть. Даже на одну ловушку. Вон. Сломалась раколовка. Даже не выдержала. Не выдержала. Вон. Это только у нас одна ловушка. Смотрите, сколько этого живца. Без каких-нибудь забот, хлопот. Так. Вот Янскадон. Что делать-то? У меня с собой только 2 пятишки. Будем что-то думать. Придется съездить домой, наверное, чтобы закинуть в тюрьму. Вон. Это только одна. Это только у нас одна. Раколовка. Пол ведра мальков влетело у нас в одну раколовку. А их у нас 6 штук, плюс пластиковая. Так что запас есть. Комбикорм даже сыпать не надо. Все, запас мы наловили. Теперь самое главное этот запас сохранить.
Как-то вот так, видали, да? Сколько живцов мы поймали за раз. Вон. Повторяюсь, это не молоть рыбы, если будете что-то писать. Это гальян речной. Никакой другой рыбы с чешуей даже здесь нету. Как-то вот так. А еще у нас 6 раколовок и 1 пластиковая. Я представляю, сколько там будет. Ну ладно, мы это скоро увидим. Надо сейчас думать, как спасти этих живцов. Так, друзья, минус 1 раколовка. Прутья поломались. И вот мальков сколько. Мы даже не пойдем, друзья, проверять, потому что нам надо как-то спасти. Так, что-то у меня не закрывается даже. В общем, у нас вот 1 пятишка и 2. Вот эти 2 пятишки мы сегодня забьем живцами, закинем куда-нибудь в кусты, а завтра с утра уже проверим остальные раколовки, потому что, я так думаю, в каждой раколовке примерно столько же мальков. Если честно, я сам не ожидал столько. Все, погнали на проверку. Вот это фокус. В общем, приезжаю я на место. Здесь у меня на этом месте было 4 продольника. И вижу только 2 бутылки. Вернее, 1 бутылку. 3 продольников нет. Какие-то, получается, украли, чтобы мне ладно было. Будь они прокляты, воришки чертовы. Ну, из-за 1 продольника я здесь тоже сюда возвращаться не собираюсь. В общем, поднимаем и этот продольник. Вообще, посмотрим. Или, да, это мой 4-й продольник. 4-й продольник. Ёрш. Он язь. Язь раз. И язь 2. 2 язя. 2 язя. Но если бы украли, допустим, почему тогда оставили этот? Ничего не пойму. Это был самый нижний. Остальные были повыше. Вода падает. Или еще вариант. Кто-то здесь проневодил и загреб мои продольники неводом. Ладно. Хоть как ищи, нету, так нету. Коряк не должно было быть. 3 продольника. Тю-тю-ля-ля. Чем хороши мальки для насаживания, это вот в 3 раза быстрее. Червя надо насаживать на крючок 1, 2, 3 бывает. Черви тонкие, грязные, а тут все чистенько, быстренько. Берешь между плавником и позвоночником хрясь, и все, отпускаешь. Проверка сокращается в разы. Это 1 плюс. 2 плюс — это то, что ёрш, мелкие окушки уже не дербанят. Да, не будем ловить вот таких вот ершей. Ну и бог с ними. Нет так нет. Зато будем ловить язя.
Да. 3 продольника кто-то свистнул. Или украл, или замотали неводом. Третьего не дано. Коряги плыть сейчас не должны, потому что вода падает. И что зацепило и корягой, шанс минимальный. Или из-за хулиганских побуждений кто-то мог их просто расстрелять. Бывает и такое. Или кто-то специально уже говно делает. Ладно, разберемся. Разберемся. Ну, хоть на этом участке целые продольники. И будем надеяться, что все здесь хорошо. Так, стоит подсак. Так, что-то дергает. Сутки прошли. Если даже что-то попадало, запросто могло сорваться. Что, дадим тебе шанс? И тебе шанс, которыми вы не воспользовались. Тоже два язычка. И как мы видим, на последнем крючке Enskaden. Последний крючок рулит. А дальше все по-быстрому. Наживляем, отпускаем. Раз. И все. Все быстро и хорошо. Так, здесь у нас что-то есть. Два язя вижу. Хорошенькие. Да ёшкин кот. Раз. Два. Там еще вроде бы третий есть. Раз. Два. А нету больше никого. Это наш ёршик. Это наш ёршик. Окочурился. Никто его не взял. Налима нет. Под мотор, что ли? Но. Что-то есть небольшое. Тихо, 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 тихо. Опа. Это хорошая рыба. Это сиг. Сиг, друзья, Enskaden. Он такой сижочек.
Опа! Ну вот. Язь. Был язь. Обрадовался сигу, забыл про сачок. Значит, был не мой. Взял бы сачок, можно было бы сачкануть. Ах, малосолочка. Он такой красавец сик попался. Янцкадан. Ох ты, кто-то опять запутал. Ёшкин кот. Надо, короче, веревку делать. Да иди сюда уже, иди. Ругаешься там, блин. Блин, ушел. Ушел собака серая. Это что такое? Это что такое, блин? Все запутано. Два язя. Один ушел, еще два. Идите сюда. Было 4, осталось 3. Ну тоже неплохо. Все запутали. Раз. Два. И 3. А 4-й ушел. Опачки. Так, а здесь у нас что-то хорошая натяжка. Хорошая. Вижу язь, вижу второй, вижу третий. Три язя. Три язечка. Дергают капитан. А посмотрим, сколько у нас дойдут до лодки. Они какие-то буйные все. Раз, один дошел. Почти дошел. Второй дошел. Так, давай с этими сначала разберемся. О, хорошенькие язечки. Так, надеюсь, видно. Раз. Два. Так, что у нас там еще осталось? Да, еще один. Опачки. 3 язя, хороших язя. Янцкадан. Молодцы, дождались, дождались. 3 язечка. Вот, улов растет. Обычно, когда долго не проверяешь, много сходов. А тут Янцкадан еще и нормально дождались. Так, кто-то дергает. Запутал. Вот он. Не успел поднять, он уже здесь. Запутал опять вокруг бутылки. Все перепутал. Хулиган. Я только взял бутылку, слышу, дюк-дюк-дюк дергает. Я
Это бывает, когда слишком длинная веревка от груза до бутылки. Но как мы, лучше сделать с запасом. И еще что-то есть. Этому дадим шанс, которым он не воспользовался. Еще плюс 2 язя. Отлично. Энскадан. Ну что, улов потихонечку растет. И это здорово. Опачки. Что-то где-то в стороне. Ага, ага. Есть язёк. Иди сюда, иди сюда. Опачки. Обрыв. Обрыв лески. Что-то хорошенькое, видать, было. Один крючок, один язёк. И порванный продольник. Что у нас там? Что-то есть. Язёчек. Иди сюда, дружочек. Раз. Наш. Один. Здесь только один дождался. Остальные убежали. И на том спасибо. И на том спасибо, язёчек. Дружочек. Вот хорошо сохраняются, когда снизу или сверху, вот на твердые. А вот если мягкие, там рыхлые у них, несмотря на то, что рыба сильная, рот у него слабый. Очень много сходов. Это чудо, что столько язя еще дождалось. Надо проверять 3 раза в день, а я раз в сутки проверяю и еще что-то ловим. Так бы поймали в 3-4 раза больше. Ну, некогда пока. А налима нет. Ёрш уж болтается сколько времени, и никто его не взял. Ладно, поболтайся еще. Потому что сейчас мы будем ловить на малька. Ершей не будет. Ёрш попадаться на малька не будет, если только на мелкого, очень крупный ёрш. Так что пусть поболтается, может что-нибудь доклюнет. Так. Ну, вроде бы язёк один остался. Вроде бы кабы. Где же ты, где же? Ни хрена не вижу. Ладно, попробуем так поднять. Опа. Опа. Если бы дернулся, ушел бы. Еле-еле уже держался. Видать, устал уже. Устал. И один ёрш еще. Один язь, один ёрш. Стоило ему раз дернуться, и все. Ушел бы. Продольник и запутанный. Видать, язи были. Да, посрывались. Мой остался. Энскадан. Так, что у нас здесь? Что-то есть. Ух ты, язёк. Язентий.
Так. Раз. Один, но он мой. Один язёк. Тихо, 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 тихо будь. За нижнюю губу. Ну вот. Стандартный улов. Практически столько же, сколько и в прошлый раз. Сейчас еще крайний продольник остался, проверим. И уж потом будем подводить итоги. Что за птички? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 птичек. Маленькие кулички какие-то плавают вон. Прикольно. Сели прямо рядом с лодкой. Что за птицы-то такие? Я что-то их раньше не видел даже. Нате вам, ерши. Не хотят. Ну, не хотите, как хотите. Ну вот и последний продольник. Сейчас посмотрим, добавит он нам что-нибудь или нет. Что-то налима давно не видать. Давно. В этом году вообще еще налима мы не видели. Ну-ка, давай налимчика нам. Крайний продольник. Так. Налима нет, но язёк есть. Раз. И все. И ёрш еще. 2 ерша. Все уже. Время ершей пришло. Но нас это теперь уже не пугает. Потому что мы с мальками. Так, ну что у нас? Ну, чуть-чуть меньше прошлого улова вчерашнего. Но примерно так же. Буквально на 3 язя. На 2-3 язя. Почти пол-двадцатки. Ну, грубо скажем, 10-литровое ведро полное. Ну, как-то вот так. Отличная погода. Хороший улов. Все здорово. Небольшой осадок остался от 3 потерянных продольников. Но я так думаю, все-таки может быть кто-то случайно мотором зацепил. Ну, а если рыбаки, которые, может быть, проневодили там и запутались в него, то они должны, в принципе, бросить продольники возле лодки. Василий говорит, там какие-то бутылки возле берега в воде были. Посмотрим. Если груз есть, уже хорошо. Значит, сделаем новый продольник и закинем по новой. А на сегодня все. Увидимся завтра. Не забывайте про Яндекс.Дзен. Знайте, что на Яндекс.Дзен серия выходит на 2 дня раньше, чем на Ютубе. Так что до встречи на канале Яндекс.Дзен, до встречи на канале YouTube. Увидимся.